Можно просто наслаждаться их вкусом, а еще ими можно лечить, ну а некоторыми даже убить. Это я, как вы уже догадались, о ягодах. В ближайшие полчаса будем разбираться во всех тонкостях ягодного сезона. Это проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Белецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Не снижаются ни цена, ни спрос, как выращивают в Беларуси голубику. С черникой, без штрафов и клещей. Правила сбора ягоды фаворитки у лесников. Ударная доза витаминов и антиоксидантов. Из чего состоят ягоды? И что еще можно найти в лесу? Узнаете совсем скоро. Ягода – это древнерусское слово, и изначально его употребляли, когда имели в виду виноград. Широкое распространение оно получило лишь в 16 веке, хотя собирать ягоды люди начали еще до занятий земледелием. Долгое время они оставались единственным источником пищи. До того момента, как был изобретен холодильник и ягоды уже можно было морозить, в России появилась традиция готовить варенье. Правда, эта привычка была лишь в зажиточных семьях, сахар слишком дорого стоил. Первой ягодой, из которой хозяйки начали делать варенье, стала вишня. Царским лакомством считали варенье из очищенных семян недозрелых ягод зеленого крыжовника. В бытовом значении ягода – это маленький сочный плод, а ботаники ягодами называют определенный тип плода кустарниковых или травянистых растений с кожурой и всегда с семенами внутри. Большинство сочных плодов растет в лесу, например, брусника, костяника, калина, земляника, ежевика, черника и другие. Но ядовитых ягод в природе также достаточно. К числу опасных для человеческого организма относится вороний глаз. С первого взгляда его можно спутать с голубикой, но есть у него одно яркое отличие. Вороний глаз растет по одной ягоде на стебельке в окружении 4 крупных листьев. Еще ни в коем случае нельзя не то чтобы срывать, а даже прикасаться, может вызвать ожог и язвы, к воронцу колосистому. Он с виду напоминает смородину, но в отличие от нее воронец имеет резкий и неприятный запах. В меру кислой и в меру сладкой, и главное, с огромным набором витаминов. Это я, конечно, про голубику. А ведь вкус этой ягоды мы, возможно, и не узнали бы, если бы не двое американцев, Фредерик Ковел и Элизабет Уайт. Дама, кстати, к селекции ягоды подошла очень творчески. В 20-х годах прошлого века на своем участке установила планки с отверстиями различного диаметра. Возле каждого отверстия была написана сумма вознаграждения. Желающие приносили дикую голубику, и если ягода в отверстие не помещалась, то они получали деньги, но обязательно должны были сказать, где голубику нашли. Сейчас же разведением голубики занимаются и ученые. Во всем мире существует сегодня более 200 сортов. Какие из них выращиваются у нас в Беларуси, спросим прямо сейчас. Александр Павлович, здравствуйте. Добрый день. Александр Павлович Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада Академии наук Беларуси. Областью его научных интересов являются вопросы интродукции ягодных растений, экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования. Одним из первых в Беларуси разработал научные основы технологии фиторекультивации площадей, выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений на основе культивирования болотных ягодных растений семейства вересковых. Экспериментальная апробация научной разработки выполнена более чем на 30 гектарах торфяных месторождений – Журавлевская, Зеленоборская, Морочная, Ивановская. Александр Яковлев – автор более 150 научных публикаций, в том числе соавтор 5 монографических работ, 3 учебных пособий, 3 патентов на изобретение. Так расскажите, сколько у нас сортов голубики выращивается и как давно вообще вы начали заниматься этим? 60 сортов на сегодняшний день в коллекции Центрального ботанического сада. Это не только на территории здесь, в Минске, а в ботаническом саду создана отраслевая лаборатория интродукции нетрадиционных ягодных растений. И вот основной коллекционный фонд находится в городе Ганцевичи Брестской области. Первые растения были завезены из главного ботанического сада, который находится в Москве. В 1980 году порядка 9 сортов были завезены для сортоизучения в условиях нашей республики. Вот этот ряд сортовой постоянно пополняется, видового разнообразия этой культуры. Ну вот голубика была и остается ягодой дорогой. Это связано с тем, что ее достаточно сложно, в принципе, выращивать?
Нет, это не определяющий фактор. Определяющий здесь является ее полезность и ценность. Она представлена широким спектром биологически активных веществ. Существуют болезни цивилизации. Это сердечно-сосудистой системы и неврологии. Как раз вот эта культура позволяет человеку решать проблему в плане того, чтобы не допускать вот этих заболеваний. Конечно, в последнее время активизировалось еще онкологические заболевания. И в этом плане ягода голубики, она незаменима. А что касается, скажем так, техники выращивания, насколько хлопотно? Здесь необходимо учесть в первую очередь биологические особенности самой культуры. Дело в том, что корневая система этого кустарника, она поверхностная, располагается главным образом в верхнем почвообразующем этом слое. И в случае как недостатка влаги, так и избытка влаги, соответственно, страдает развитие корневой системы. И как следствие это приводит к необратимым последствиям для роста и развития самого кустарника. И необходимо сказать про биологическую особенность кустарника – наличие микоризы. То есть симбиоз клеток корневой системы этого растения высшего и гриба, который внутри находится вот этих клеточек. Вот этот симбиоз, он как раз способствует тому, что ягодное растение способно получать дополнительное питание из почвенного раствора за счет работы вот этого симбионта своего, это грибного компонента микоризы. И еще один момент, который следует обязательно учитывать, это то, что это растение не произрастает на типичных сельскохозяйственных землях, то есть кислотность которых составляет от 5,5 и выше. Соответственно, кислотность оптимальная для роста и развития этого кустарника от 3 до 4,5 по шкале кислотности. И поэтому многие, кто пытается выращивать, не учитывают вот эти особенности, и как результат не всегда достигает того необходимого положительного эффекта, который касается успеха в росте этой культуры. Ну что ж, тему обязательной кислотности почвы для голубики мы с вами продолжим буквально через несколько минут, а пока предлагаю посмотреть сюжет о том, как удобряют, ну или подкармливают, и подкармливают ли вообще голубику. Настоящая плантация вкуснейшей голубики под Минском реально. Из года в год американскую красавицу укращают в одном из крестьянских фермерских хозяйств. Причем его фишка – чистая эко-голубика. Кормим мы май-июнь месяц. Но позже лучше не кормить для того, чтобы вновь растущие побеги, однолетние, могли вызреть. Мы не боимся добавлять перегной на основе помета, либо каких-то других отходов, которые имеют щелочную реакцию, и получаем большие урожаи. Технология выращивания на минеральных удобрениях нам неприемлема, потому что мы являемся органическими фермерами. Поливают голубику фермеры до тех пор, пока на ней держится листва, потому что почки, которые приносят ягоды, закладываются уже после сбора урожая, ближе к концу лета, началу осени. Но и здесь нужно знать меру. Агрономы предупреждают, перелить американскую ягоду можно. Если торфяная почва и у нас год очень-очень обильные на осадки, то прокапывается дренаж, который отводит лишнюю воду, потому что, естественно, голубика очень сильно пострадает. И не зря вы видите нашу голубику на возвышенностях небольших, которые немножко нам дают гарантию на то, что голубика будет в достаточно комфортных условиях. Разнообразие сортов голубики позволяет получать ягодный урожай в течение 2 месяцев. Нравится сорт Тора. Он очень десертный, крупный, что нравится покупателям. Но он при перезревании может быть мягким. Его нужно очень быстро реализовывать. Сорт Спартан тоже крупный, красивый, но у него не такое обильное плодоношение. Из поздних сортов фермеры отмечают Элизабет. Он и вкусный, и хорошо плодоносит. А самым любимым у покупателей сортом остается Чандлер. Признание этой ягоды получила за свои большие размеры. Но не стоит забывать, предупреждают эксперты, чем крупнее плод, тем меньше его на кустике. Первоначально черенки укореняют в теплице при температуре 25 градусов. Это идеальное условие для укоренения. Когда они укоренились, и вы видите, что сверху появились листья, можно высадить на грядку на улице для укоренения, в кислый торф. Сверху накрыть спанбондом для того, чтобы солнце их не высушило и они не пропали. Через недели 2 можно спанбонд убирать сначала периодически,
В такую пасмурную погоду, как сегодня, можно его вообще снять, и они уже будут самостоятельно доращиваться. Возвращаясь к кислотности почвы, я прочитала в интернете, что надо уксус добавлять в почву для голубики, чтобы она хорошо росла. Это как? На сегодняшний день в интернете мы можем найти, что необходимо подкислять почву и с помощью аккумуляторного электролита, и забродившим вареньем или масса других способов, которые вам предложат. На самом деле подкисление рационально проводить коллоидной серой, которая в состоянии закислить этот субстрат, на котором мы планируем выращивать это ягодное растение, и значительно больше пользы приносить для самого растения и поддерживать этот уровень кислотности постоянно. А что касается полива? Она не любит, с одной стороны, недостатка воды, но избытка тоже очень плохо переносит. Поэтому обычный полив, конечно, в жаркое время, когда вот это нетипичная жара июньская была, мы совмещаем полив под корень растения и, соответственно, орошением вегетативной части куста, то есть вот этой надземной части, для того, чтобы вода не так интенсивно испарялась из листьев, которая является фабрикой фотосинтеза и позволяет нормально расти этому растению. А что с почвой? Один раз вот посадил, и все, и растет 15-20, до 60 лет может плодоносить, правильно? Или надо пересаживать, менять? Это растение одного места произрастания. То есть мы его посадили в одно место, и в течение вот этих 60 лет, которые мы можем выращивать этот кустик и получать ягодную продукцию. Ну, наверное, не только это ягодное растение выращиваете вы с успехом, выводите сорта и других. С чем работаете? На сегодняшний день у нас в республике находится самая крупная в Европе плантация клюквы крупноплодной. Это в Пинском районе. Что касается, опять же, родственников, есть высокопродуктивные сорта брусники обыкновенные. Перечень вот всех этих растений, сортовой ряд, он во многом перекликается с районированными сортами. То есть уже проведена работа по включению их в госреестр сортов, выращиваемых в нашей республике. И из районированных сортов у нас 15 сортов голубики высокорослой, 6 сортов клюквы крупноплодной и 1 сорт брусники обыкновенный. Внесены вот в этот реестр и могут выращиваться как в промышленных масштабах, так и на дачных участках, на приусадебных участках. То есть, как у нас любит повторять академик Решетников, эти культуры пошли и вширь, и вглубь. Спасибо вам огромное, было очень интересно, правда. А у нас в программе «Время научного дайджеста». Не совсем популярная у белорусов ягода фейхоа произрастает в Южной Америке. Этот экзотический плод покрыт тонкой, плотной, бугристой кожицей зеленого цвета и имеет кисло-сладкий вкус. Фейхоа достаточно малоуглеводная ягода, и калорийность у нее низкая. Зато содержание витаминов С, группы В, ПП, а также микро- и макроэлементов йода, кальция, калия, натрия, магния, фосфора и других огромное количество. Мы привыкли киви называть фруктом, однако это не так. Киви – это самая настоящая ягода, называют которую китайским крыжовником. По своим размерам, формам и весу киви напоминает фейхоа. Полезный состав экзотической ягоды разрушает плохой холестерин на стенках сосудов, что способствует нормализации артериального давления. Также в киви содержится огромное количество витамина С, что положительно действует на иммунитет, и такого полезного элемента, как хром. Он притупляет чувство голода и понижает уровень инсулина в крови. Именно поэтому киви нужно есть всем, пытающимся сбросить лишний вес. Еще одна экзотическая ягода – инжир. В зависимости от сорта он бывает круглым или грушевидным. Весит созревший плод примерно 80 граммов, а его диаметр достигает 8 сантиметров. Мы чаще всего видим инжир фиолетового цвета, однако некоторые его виды бывают желто-зелеными и темно-синими. Употреблять можно лишь спелый инжир, поскольку незрелый несъедобен. Волокна этой ягоды улучшают перистальтику кишечника и выводят лишнюю воду из организма. Это «Наукомания», и смотрите далее. Ударная доза витаминов и антиоксидантов, из чего состоят ягоды. И что еще можно найти в лесу. Как из живицы можно получить душистые вещества. Но для большинства белорусов все же летний ягодный сезон ассоциируется со сбором ягод в лесу. «Наукомания» в связи с этим тоже решила приехать в лес. Но мы, как всегда, не одни, а со специалистом. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Дмитрий Николаевич Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского городского производственного лесохозяйственного объединения. Для белорусов ягодный сезон, да? А вообще такое понятие, как ягодный сезон, официально существует? Нет, такого понятия официально, как ягодный сезон, не существует. Как созревают первые ягоды, я думаю, тогда начинается ягодный сезон. Первая созревает земляника, потом начинает созревать уже черника, малина, голубика, потом уже брусника. Ну и последняя ягода, это, наверное, которая созревает, это клюква. Никаких сроков, исключительно по желанию. За исключением брусники и клюквы, сбор которых регламентирован каждый год, руководствуясь рекомендациями Института леса Академии наук Республики Беларусь. Рекомендуются сроки сбора по бруснике и клюкве. И на основании этих рекомендаций принимаются решениями областными исполнительными комитетами, которыми строго устанавливаются сроки, с какого числа конкретно. Вот в этом году примерно рекомендуется, что будет срок сбора брусники с 11 августа, а срок сбора клюквы со 2 сентября. Это потому что и брусники, и клюквы у нас уже мало так? Ресурс все-таки ограничен, и поэтому государство регламентирует сроки его сбора. Сроки регламентируют. Да. А по количеству, вот что касается ягод, есть какие-то ограничения? По количеству ограничений таких нет. Сколько вы насобираете в лесу, столько можете забирать себе домой. Дмитрий Николаевич, буквально давайте на несколько минут прервемся, посмотрим сюжет, а потом опять в лес. Белая одежда и максимально закрытое тело – вот что нужно в первую очередь, чтобы не принести на себе клещей. На белой одежде этих насекомых легче заметить, сами они черно-красного цвета, а максимально закрытый костюм лишит клещей возможности попасть на вашу кожу. Мы идем в гости к клещам, которые проживают в лесу, находятся в наших парках, ну, везде, где они могут находиться. Поэтому, соответственно, нужно одеться. Это, как правило, нужно одеть сапоги, нужно заправить в них всю одежду, рукава, чтобы были с манжетами, все пуговицы должны быть застегнуты, но на голове шапочка или косынка. Ну, соответственно, одежда лучше, чтобы было светлых тонов. Еще одна мера профилактики, которая в наших силах – это применение репеллентов. Учуяв их, как правило, клещ просто-напросто сам отпадает. Если же клещ еще не присосался, естественно, его нужно снять и уничтожить, чтобы он потом не нашел какую-нибудь другую жертву рядом сидящую или там живущую с вами. Если же клещ присосался, необходимо обратиться в медицинское учреждение, если оно доступно. Если же недоступно, то различными методами или нитью накинуть петлей и выворачивать, как правило, там по часовой или против часовой стрелки, или же пинцетом ухватить тоже круговыми движениями. Или сейчас есть специальные приспособления, которые продаются в аптеках для извлечения клеща. Место, из которого вы достали клеща, нужно обязательно обработать любым спиртовым антисептиком. И если есть хоть какая-нибудь тень сомнения о своем здоровье после встречи с насекомым, обязательно обратиться к врачу. Чтобы он установил медицинское наблюдение за таким человеком и оказал экстренную профилактику, антибиотикопрофилактику против возможных инфекций, которые клещ может переносить. Ну, о лабораторном исследовании клеща мы считаем это не очень целесообразно и длительно, потому что человек теряет время. В первые 72 часа антибиотикопрофилактика очень эффективна против бактериальных инфекций. А переносить в наших природных условиях клещ может 9 инфекционных заболеваний, но регистрируются именно у нас только 2 – лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. Симптомы – это какие-то покраснения, мигрирующие эритемы, ну, плюс повышение температуры, неврологические симптомы, которые развиваются после инкубационного периода. И вот если они возникают, и если человек связывает, что он имел в анамнезе укус клеща, на основе этих данных врач может поставить или заподозрить тот или иной диагноз, назначить лечение и провести необходимые лабораторные исследования. Ну что ж, по количеству ограничений нет, есть по срокам, но определенные ягоды. Но я знаю, что не так давно появились ограничения по техническим средствам. Вот давайте расскажем. Я вижу, что вы подготовились, пришли в лес не с пустыми руками. Да, в этом году постановлением Минлесхоза уже четко определено, какие средства можно использовать при сборе ягод. Вот один из примеров. Простой комбайн для сбора ягод.
Он разрешен, так как ширина между зубьями составляет 0,5 см, что допустимо. Если бы это расстояние меньше, то есть это не допускается. И в местах сбора нет режущих элементов. Вот в прошлом году мы изъяли такой самодельный комбайн, у которого ширина между зубьями значительно меньше. Плюс металл. По материалу нет ограничений. Прописано, что это может быть и деревянный комбайн, и пластиковый, и металлический. Главное, чтобы соблюдалась ширина между зубьями, и в местах сбора нет режущих элементов, которые повреждают ягодник. То есть вот я собралась в лес, взяла с собой, например, вот такую штуку, да? И кто меня встретит в лесу и будет замерять размер, и могут ли меня оштрафовать за это? Могут оштрафовать. Лесная охрана, если встретит вас и проверит приспособление, если оно не соответствует установленным нормам, то вы привлечетесь к административной ответственности по статье 15.26, часть 2. То есть штраф. Да, штраф до 20 базовых величин. Это нарушение будет способов заготовки. Заботимся о ягоднике. Да, а ягодник. Ягодник у нас многолетнее растение. Надо составить, чтобы на следующий год он не засох, а также плодоносил. А как вообще, Дмитрий Николаевич, обстоят дела с урожаем ягод в лесу? Вот с каждым годом меньше или какие тенденции? На урожай ягод влияет много факторов, конечно, в основном погодные. Мы опираемся на рекомендации Института леса Белорусской академии наук, в котором оценивается сбор ягод по бальной системе. То есть 1 балл это мало, 5 баллов это самый большой урожай. Так вот, на этот год прогнозирую в среднем где-то 2 балла по ягодам. По некоторым 1 балл, то есть как по бруснике, по Минской области, по некоторым 2, ну где-то местами 3. Дмитрий Николаевич, у меня еще есть к вам несколько вопросов, но прежде я предлагаю послушать врача. Он расскажет о полезных свойствах ягод, а мы потом опять будем в лесу. Свежие ягоды – настоящий подарок природы, кладезь необходимых витаминов и органических кислот, а также микроэлементов. Малина входит в число самых богатых клетчаткой пищевых продуктов. Кроме того, из малины извлекают псилит – низкокалорийный заменитель сахара, который гораздо медленнее поглощается в кровь. Также в ягодах красной малины содержится высокий уровень витамина С, антиоксидантов и салициловой кислоты. Богата малина и витаминами Е, К, фолиевой кислотой, каротином. По сравнению с другими ягодами она выделяется высоким содержанием марганца и цинка. За счет содержащейся в малине витамина С и салициловой кислоты она издавна применяется при лечении простудных заболеваний, так как обладает мочегонным, патагонным и снижающим температуру действия. Земляника. По содержанию кальция земляника занимает первое место среди фруктов и ягод. Ценность ягод земляники определяет высокое содержание в них аскорбиновой кислоты. В землянике лесной много каротина, витаминов группы В, фолиевой кислоты и целый ряд микроэлементов. Полезные свойства ягод земляники для сердечно-сосудистой системы. Незаменима она и как профилактическое общеукрепляющее средство. А полезные свойства черники благодаря высокому содержанию клетчатки, органических кислот, пектиновых веществам, а также витаминно-минеральному комплексу, эфирным маслам и флавоноидам, черника широко используется в народной медицине и фармацевтике для профилактики и лечения различных заболеваний. Дмитрий Николаевич, ну лето у нас это выдалось очень жарким, ну в смысле июнь. Был запрет на посещение лесов в связи с пожарами. А как сейчас обстановка? На сегодняшний день уже на территории Минской области, например, везде разрешено посещение лесов. Да, этот год был сложный в пожароопасном отношении. Уже в апреле месяце мы обращались в районные исполнительные комитеты с предложением о введении запрета на посещение лесов. А потом еще и в июне месяце. То есть за этот год уже 2 раза вводили запрет на посещение лесов. Каким образом вы приходите к выводу, что нужно обращаться к местной власти, чтобы они запрещали? Когда сложная пожароопасная обстановка в лесах, количество лесных пожаров туда увеличивается. У нас по Минской области был пик, когда за один день было зафиксировано 15 лесных пожаров. Когда было принято решение срочно всем обратиться в райисполкомы с предложением введения запрета. Но будем надеяться, что ближе к осени, когда пойдут грибы, уже такой пожароопасной ситуации не повторится. Хочу вас спросить про тихую охоту. Опять-таки, есть ли какие-то ограничения или грибникам раздолье везде? По грибам ограничений нет по срокам сбора.
и по количеству тоже их заготовки. Тогда, наверное, напоследок, да, Дмитрий Николаевич, несколько рекомендаций ягодникам, грибникам. Как вот так, чтобы проблем не было, чтобы с урожаем прийти домой? К грибникам хочется обратиться, чтобы при сборе грибов не повреждали лесную подстилку. Некоторые варварским способом собирают, особенно лисички, разгребают мох, подстилку и маленькие грибы собирают. То есть бережно относиться к природе. Ягодникам, в принципе, соблюдайте сроки заготовки по тем ягодам, по которым установлены они. А так, пожалуйста, говорится, приходите и соблюдайте правила пожарной безопасности обязательно. Дмитрий Николаевич, спасибо вам огромное. У нас еще один сюжет, герой рубрики «100 идей для Беларуси». Мой проект называется «Получение душистых веществ из живичного скипидара». Актуальность моей работы заключается в том, что я предлагаю производство душистых веществ на территории нашей страны. Насколько мы все знаем, в нашей стране не производятся душистые вещества. Они закупаются из-за границы, что, конечно, намного дороже по сравнению с производством на территории нашей страны. Суть работы заключается в следующем. Мы получили живичный скипидар на заводе в Бобруйске, после чего производилась ректификация данного живичного скипидара. Это разделение на отдельные фазы при высокой температуре. Из этого вещества был получен альфа-пенен, это ценное душистое синтетическое вещество, вследствие чего была произведена его термическая изомеризация. Этот процесс происходит при высокой температуре, около 400 градусов, вследствие чего мы получили душистое вещество, которое называется алоцимин, вследствие чего была приготовлена парфюмерная композиция. Это была «Наукомания», я Екатерина Берецкая. Эту программу постарались сделать максимально сочной и вкусной в буквальном смысле. Надеюсь, у нас это получилось. Увидимся ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниковом», «Беларусь-24».